Меня зовут Лучинович Виталий, я председатель студенческого совета по качеству образования БГУ. Я на ИСТФАКе уже 6-й год. Все началось со школьной скамьи, когда я пересмотрел фильм «Назад в будущее», и вот тема путешествия во времени просто. Вот. И я думаю, что ИСТФАК — это идеальное место, где можно окунуться в прошлое, как бы изучать то самое прошлое. Вот. Что для меня ИСТФАК? ИСТФАК — это как дом уже второй, я тут уже работаю, и тут на самом деле атмосфера уюта и какого-то комфорта. Значит, я пришел в ССКО ИСТФАКа на 3-м курсе. Это получилось вообще спонтанно. Я просто пришел со знакомыми, и там на тот момент был Артур Кондратенко, председателем ССКО ИСТФАКа. Вот. И изначально я стал заниматься СММом, то есть продвижением групп. В итоге я группу поднял, вот это был какой-то год был, это был 16-17 год примерно. Вот. Создал даже логотип ССКО ИСТФАКа с нуля. И, в принципе, поднял группу, что даже потом студсоюз там говорил, что нужно поднимать группу, потому что вон ССКО ИСТФАКа поднял еще очень сильно. Про себя могу сказать то, что я постоянно учусь, я постоянно хочу развиваться. И вот, допустим, за годы на ИСТФАКе, даже не только на ИСТФАКе, а в БГУ, я научился там работать в фотошопе, там, монтировать видео, я научился вести социальные сети. И вот, наверное, последние годы, чему я учусь, так это общаться и коммуницировать с людьми. В целом, в людях ценю вот эту искренность. То есть, сегодня это тенденция, это определенный тренд, чтобы люди были честные и открытыми. Вообще для меня кумиров нету. Почему? Потому что даже как в Библии написано, не создавай себе кумира. И самый главный человек, для которого нужно быть кумиром, это кумиром для самого себя. Потому что мы должны стремиться к тому, чтобы в будущем, даже сегодня, быть лучше, чем мы были вчера. Вот. А касаемо университета, то тут мы должны помнить одно золотое правило, то что университет — это в первую очередь сообщество студентов и преподавателей. То есть преподаватели немножко на втором плане. И как бы затрагивая даже деятельность ССКО, то есть наша задача — это выявление каких-то проблемных моментов, проблемных ситуаций. И то есть вот в этом моменте мы должны понимать, что мы должны говорить о тех проблемах, которые существуют. Мы не будем озвучивать те проблемы, которые есть, то, соответственно, мы не сможем, нам не на чем будет работать. То есть нужен какой-то определенный материал, нужен какой-то определенный фидбэк. Вот, и только тогда через диалог, конструктивный диалог и через конструктивную какую-то определенную критику, то есть если она объективная, мы можем принимать какие-то решения и что-то менять в лучшую сторону. Как я говорил, самое главное — это оставаться собой, оставаться человечным. Вот, допустим, я когда выдвигал свою кандидатуру на председателя, я очень боялся, что за год я стану каким-то жестким, типа окаменелым и так далее, что я буду на всех там кричать, повышать тон, но в итоге мы учимся, мы обучаемся чему-то новому, и мы учимся нормально, адекватно. Кстати, вот самая очень важная вещь — это уметь не только что-то высказывать, но еще уметь слушать других. Потому что высказать-то мы можем, но надо же еще уметь услышать других людей и как-то принять позицию других людей, чужую позицию принять, примерить ее на себя. Мы слышим студентов, мы им стремимся помогать.